В этом году в столице будут реконструированы 43 улицы. Сюда входят пересечения таких улиц, как проспект Чуй-Фучка. Как известно, из-за большой загруженности здесь часто наблюдаются заторы. Для его разгрузки планируется построить подвесные мосты 2 и 3 уровня. Аналогичная эстакада будет построена на улице Садырбаева Льва Толстого. Сейчас рассчитывается бюджет, и проект находится на рассмотрении. Про эстакадные мосты я упомянул ранее. Возможно, будут и нюансы в этом проекте. Пока проект на стадии разработки. Как закончим, дадим расширенное интервью. В этом году предстоит построить и сдать в эксплуатацию 3 моста. Один из них расположен на Большом Чуйском канале на улице Сухебатора. Остальные на улице архитектора Вакбосого и Инесай. Все мосты будут по 9 метров в ширину, также будут 2 полосы. Это предусмотрено в рамках второй фазы по реконструкции и ремонту дорог. В этом году запланировано отремонтировать 43 улицы и построить 3 моста. Ну а на следующий год в плане 17 улиц и 2 моста. Все это будет делаться за счет китайского гранта. Ранее правительство Кыргызстана уже подписало соглашение. В рамках данного проекта реконструкция дорог делится на 3 фазы. В 2016 году было выделено 470 миллионов юаней и отремонтировано 95 километров дорог. Второй этап был подписан в прошлом году и стоил 277 миллионов юаней, где на данный момент ремонтируются 6 улиц. Около 60% этих средств будет потрачено на ремонт дорог в городе. Остальное в жилых массивах. Все работы должны закончиться к сентябрю. Ну а третий этап включает в себя 2 вышеупомянутые эстакадные мосты. Сколько это будет стоить, пока неизвестно, так как проект только готовится. Однако эксперты считают, что все нужно тщательно анализировать и делать подход целесообразно. Если будут заторы на этой улице, то нужно создать такие условия, чтобы параллельные улицы были открыты для проезда. Нужно сделать так, чтобы можно было следить на экране, какова ситуация на определенном участке. Поэтому нужно перенимать опыт зарубежных стран для отслеживания этого процесса. Естественно, один человек не может справиться с этим. Нужна будет целая команда. Гаишники же, в свою очередь, должны передавать информацию. А что получается у нас сегодня? Где гаишники стоят и регулируют везде пробки. Помимо ремонта городских улиц, со стороны бывших градоначальников много было обещаний в плане обустройства города. Например, Балбах Тулюбаев говорил о строительстве монорельсовой дороги от Бишкека до Исыкуля. Нариман Тулеев и Албек Ибраимов обещали избавиться от мусорной свалки. Их планы построить завод по переработке мусора остался лишь на словах. Азамат Кенжешев, Тынчтык Кульбаев, Нью ТВ.